разбирается на крупногабаритный мусор. Это вручную? Нет, техника будет, там, допустим, если какие-то бетонные большие обломки, там строительный мусор какой-то, он будет увозиться на другой котлован для строительного мусора. Все остальное подается на сортировочную ленту. Наверху, внутри сортировочной ленты 12 постов, там люди вручную будут разбирать мусор на бумагу, пластик и мелкий металл. Дальше мусор поступает на следующую ленту, там магнит, который, если какой-то металл остался в мусоре, он сам его разбирает и подает на линию. Отсортированный мусор подается на прессовочную ленту, там он прессуется, и это уже вторичное сырье, которое можно будет реализовывать в предприятии, которое здесь работает, они выдают. Все остальное подается вот на две ленты, под лентами будут стоять грузовые автомобили, которые будут свозить на котлован. Это все органика, которая будет на котловане прессоваться, тоже бульдозерами, катками. В принципе, весь процесс, весь цикл такой. 12 человек внутри контейнера работает, 12 постов на самом предприятии, внутри этого предприятия, там до 25 человек должен работать, чтобы его обслуживать. Это водители, операторы, управляющие и так далее.